В это очень сложно поверить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как украинский кризис имеет негативные последствия и для Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Напряженная ситуация между Россией и Западом из-за Украины, которая расположена примерно в 4000 километрах от Таджикистана, находится под пристальным вниманием также и в этой стране. Сейчас все новости, а также информационное пространство переполнено сообщениями о войне с Российской Федерацией, о том, что вторжение может прямо завтра начаться, в любой момент. И это уже якобы точно. И это точно отличается от того точно, которое было раньше. Эксперты убеждены, что с ухудшением ситуации экономика Таджикистана может сильно пострадать, и особенно это скажется на работе и доходах мигрантов. Еще в ноябре прошлого года Россия направила порядка 100 тысяч военнослужащих к границам Украины, заявив, что их присутствие обусловлено проведением обычных военных учений. Но Соединенные Штаты и некоторые европейские страны заявляют, что Россия готовится к военному нападению на Украину. Мнения в Таджикистане о перспективах новой напряженности между Россией и Западом расходятся. Некоторые таджикские аналитики считают, что новое противостояние между Россией и НАТО не дойдет до военных действий, потому что российская армия не собирается нападать на Украину. Наби Юсупов, эксперт и основатель аналитического центра «Нукта», говорит, что на границах Украины подготовки к войне не наблюдается, но Украина и ее руководство своими подстрекательскими действиями запугали полмира. По мнению Юсупова, целью России, отправившей к границе тысячи военнослужащих и технику, является предупреждением Киеву, который должен оставить мысли об очередном нападении на восток страны и решить все вопросы посредством Минских соглашений. С 2014 года пророссийские сепаратисты воюют с украинской армией в Донецке и Луганске. Война, разразившаяся после аннексии Крымского полуострова, унесла жизни более 13 тысяч человек. Для нападения на Украину недостаточно 100 тысяч военнослужащих, потому что Украина может сразу мобилизовать 5 миллионов человек, и Запад оказывает ей военную помощь. Что могут сделать 100 тысяч солдат против 5 миллионов человек, говорит Наби Юсупов. В то же время некоторые наблюдатели в Таджикистане говорят, что пока рано делать выводы по сложившейся ситуации. Доказательством этого, по словам таджикского журналиста Бахманера Надирова, является то, что ни одна из сторон не хочет идти на компромисс. У России есть свои требования. С другой стороны, Америка говорит, что ваши требования невыполнимы. Ситуация крайне серьезна, но трудно сейчас сказать, приведет ли это к большой войне или нет, потому что обе страны знают, какими будут последствия. А как вы относитесь к этой ситуации? Как вы думаете, как она разрешится? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Власти Таджикистана не делали никаких официальных заявлений по поводу ситуации на границе с Украиной, но некоторые эксперты, близкие к властям, расценивают последние события между Россией и Западом как демонстрацию силы с обеих сторон. По мнению аналитика, бывшего замглавы Центра стратегических исследований при президенте страны Сайфулло Сафарова, противостояние Москвы и Киева носит временный характер, и только из-за того, что НАТО и американцы хотят укрепить здесь свои позиции. Все три аналитика едины в том, что сохранение нынешней ситуации и введение санкций против России окажут значительное влияние на экономику Таджикистана, поскольку в России находится более миллиона таджикских мигрантов, и их денежные переводы считаются важными для экономики страны. Аналитики в Таджикистане говорят, что опыт 2014 года показал, насколько сильно тогда пострадала российская экономика после введения санкций, а денежные переводы от таджикских мигрантов резко сократились. По мнению журналиста Бахманера Надирова, сложившаяся ситуация, следствием которой явилась резкая девальвация российского рубля, уже повлияла на экономику Таджикистана. За последние 2 недели рубль обесценился по отношению к самани. Соответственно, курс снизился со 153 самани за 1000 рублей до 142 самани. Допустим, если мигрант отправит 10 тысяч рублей, разница в полученных самани составит на 100 с лишним самани меньше, чем в предыдущие 2 недели. Эти 100 самани не маленькая сумма для таджикской семьи. Например, на нее можно купить 5 литров масла, сказал Бахманер Надиров. После развертывания 100 тысяч российских военнослужащих у границы Украины, НАТО объявил, что продолжит укреплять свое военное присутствие в Восточной Европе, чтобы противостоять возможному нападению России на Украину. Как сообщается на сайте НАТО, этого военного альянса, многие члены НАТО собираются отправить свои войска, самолеты и военные корабли в Восточную Европу, а Соединенные Штаты также пообещали увеличить свое военное присутствие в регионе. Разве вторжение началось не в 2014 году? Все эти риски существуют уже не один день, они больше не стали.
А вот ажиотаж вокруг всего этого стал большим. Страны региона, включая союзников России, пока не заняли четкой позиции. Аналитики говорят, что Душанбе и другие страны региона, вероятно, поддержат позицию Москвы, если война между Россией и Украиной все-таки развернется. Поскольку многие из этих стран, включая Таджикистан, являются членами региональных организаций, которые полностью подчиняются России, и они обязаны поддержать Москву в случае угрозы. Но обратная сторона медали заключается в том, что Таджикистан и другие государства Центральной Азии одновременно нуждаются в финансовой помощи Запада, и им будет нелегко отказаться от нее. Таджикистан должен быть настроен на решение этого вопроса путем диалога, резюмировал экс-зам главы Центра стратегических исследований при президенте. А как вы относитесь к такому влиянию ситуации на Таджикистан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.